На третий день своего паломничества абхазские христиане посетили монастырь святого Георгия Хозевита. Место расположения монастыря не случайное. Только в таких труднодоступных для людей местах возможно уединение и тихая молитва. Сначала сюда пришли два брата, и затем образовался православный монастырь. В храме поклоняются нетленным мощам святителей. Именно здесь находится маленькая пещера, в которой подвязался Илья Пророк. У нас возникли ассоциации с Абхазией, ведь в селе Атхара над рекой Мчишта тоже высится наскальный монастырь, где в X веке молились абхазские монахи. Монастырь хазевитов потрясает своим величием и монументальностью. Здесь так хочется молиться и славить Бога. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. В этот же день на реке Иордан проходил чин освящения воды. Его проводило греческое духовенство. Когда Дух Святой сходит на реку, христиане с верой окунаются в надежде получить исцеление души и тела. Такой желтый цвет у реки из-за илистых берегов. И здесь христиане получают благодать, к которой так стремятся. Мы считаем, что это имеет омывание грехов, то есть ту благодать, которую мы получили при крещении, порой мы ее уже растеряем, находясь в таком возрасте. Но здесь нам дается второй шанс. Мы погружаем, по вере вашей да будет вам. Возможно, это не так, но по вере вашей да будет так. Мы стараемся наши грехи оставить здесь и начать нашу жизнь снова. Я первый раз здесь, и я думаю, что мое сердце очень хочет и желает приехать еще раз сюда. Я не знаю, как это передать. Какой смысл имеет окунание? Как такой смысл? Здесь же Христос Иисус Христос, и эта река освящена, она всегда освящена, это не имеет такого определенного времени. Для меня это лично, мне очень-очень трудно заходить в холодную воду. В Иудейской пустыне находится еще один монастырь. Монастырь святого Герасима. Смиренный и кроткий святитель собрал вокруг себя монашество. На иконах он изображается вместе со львом, так как зверь был приручен святым Герасимом. День увенчался восхождением на гору искушений. Согласно Евангелию, 40 дней постился и молился в пустыне Иисус. Здесь его искушал лукавый, предлагая ему власть и все богатства мира. На вершине горы стоит храм, на крыше которого под стеклом находится место искушений. Здесь паломническая группа просит Бога избавить от искушений себя и свою страну. Манана Кукускир, Эльдар Дамиров, Иерусалим, Абхазия.